Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнуйдин призвал приезжающих в страну уважать законы и традиции принимающего региона. Он также высказался за необходимость легализовать пребывание и трудовую деятельность мигрантов на территории Российской Федерации. В последнее время очень активно обсуждаются в нашем обществе вопросы миграции, вопросы нетерпимости, а также вопросы необходимости внесения изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации. И вот эти вопросы, безусловно, волнуют мусульман. Взаимоотношения с мигрантами – лишь одна из проблем, которые тревожат сегодня мусульманское сообщество. Главным вопросом повестки дня открывшегося в Москве Международного мусульманского форума стало развитие исламского просвещения и образования, патриотическое воспитание мусульманской молодежи как защита от экстремистских идеологий. Необходимо религиозным деятелям активно уделять внимание молодежи в его воспитании, патриотическом воспитании, воспитании уважительных отношений между народами, между нашими религиями, чтобы не было никаких тех негативных моментов, которые мы, к сожалению, иногда наблюдаем. Собравшиеся неоднократно цитировали Владимира Путина. Именно его слова на встрече с муфтиями в Уфе определили основные темы форума в Москве. Президент говорил о необходимости социализации ислама, который должен стать противовесом идеологии радикалов и способствовать сохранению мира в стране. Сегодня в условиях напряженности в ряде регионов исламского мира роль России на международной арене как позитивной, сдерживающей силы ощутимо возрастает. В свою очередь, традиционно российский ислам никогда не был агрессивным, экстремистским. Попытки политизации ислама, религиозный радикализм – это во многом привнесено из-за рубежа. 9-й Международный мусульманский форум собрал в столице верховных муфтиев практически всех стран бывшего Советского Союза. Мы приезжаем в Россию, чтобы впитать ее опыт, признался муфтий Литвы. У нас ислам – это официальная конфессия, официальная религия, одна из 9. Например, в Латвии совсем другая ситуация. В Эстонии тоже чуть-чуть не так. Так что там чуть-чуть сложнее. Да. Ислам не признается как официальная религия. В Прибалтике мечеть есть только в Литве. Самое новое – это 80 лет. Вот. А новые мечети пока что не строятся. Среди участников форума также представители исламских вузов и богословы. По итогам встречи они намерены выработать рекомендации в области исламского образования для регионов России и стран СНГ. Татьяна Ларионова, Иван Чистяков, Дмитрий Виноградов, ТАСС ТВ, Москва.